Ну, здесь, на берегу реки Вилюй, одного из притоков нашей великой реки Лены, началась моя трудовая, преподавательская биография педагогическая. Я прилетела в 1983 году, это 39 лет тому назад. Авиапорт находился на той стороне реки Вилюй, и поэтому пришлось идти долго по берегу с вещами, потому что воды было немного. И вот на пароме, который вот перед нами, переправились все пассажиры на этот берег. Как раз на этом пароме возвращалась с лагеря группа студентов с преподавателем Каратаевой Валентиной Даниловной. И поскольку мы с ней познакомились на пароме, и она забрала меня с собой ночевать. Но вот всю свою дальнейшую жизнь я проработала в Вилюйском педагогическом колледже, в школе Вилюйской. Ну, первые впечатления, конечно, остались самыми хорошими и яркими, потому что удивил песок, по которому вот мы шли, и он прямо хрустел под ногами. Потом я узнала, что это называется поющие пески, каких нет нигде, кроме вот Вилюйска. Конечно, большая река. Я родилась на море, поэтому мне это все близко, но вот такая широкая, могучая. Мы неоднократно ездили по ягоды, на рыбалку. Я родилась на Украине, в Черкасской области, это Уманский район, село Бабанка. Это небольшое село, 200 километров от Киева. Родители мои, Тамара Ефимовна и Иван Семенович, тоже из этой же области. Я прекрасно говорила на украинском языке, потому что в селе говорили все на украинском языке. И во дворе, там, где мы жили, а это был 18-квартирный дом, меня ставили по центру двора и просили читать стихи на украинском языке. Ни одного слова по-русски я не понимала. Но, тем не менее, через 3 года пошла вот в школу номер 20, в 1 класс. В моем, конечно, владении русским языком помогла наша соседка. Мы жили в коммунальной квартире. Она сама из Сибири, из Магадана. И поэтому все уроки разговорной речи, сказки и так далее, русские, как раз я вот черпала из ее уст. Ну вот в школе я проучилась 8 лет, и после окончания 8 класса вернулась к себе на родину, в Уманский район, поступила в Уманское педагогическое училище, а затем на дошкольное отделение. Получила специальность воспитатель дошкольного учреждения. А затем был педагогический институт имени Тачины, преподавание в начальных классах, то есть как бы ступенчатое у меня образование. Имея определенный опыт работы, в 25 лет я хотела работать, так сказать, в северных районах. Не знаю, романтика, что ли, какая-то, веяла романтикой. В общем, я написала 25 писем в разные районы, начиная от Мурманска, заканчивая Дальним Востоком. И вот из этих 25 писем положительных ответов пришло 3. Пришла телеграмма из Вилюйска, где мне давали жилье и часы. И, конечно, исходя из таких условий, я в августе 1983 года прилетела в Якутск. Только через неделю я могла улететь в Вилюйск, потому что не было самолетов. Вот так было очень сложно. Но когда я прилетела в Вилюйск, в первую очередь я, конечно, пошла в музей. Мне была интересна история города. В музее имени Геннадия Семеновича Донского, он сейчас носит имя. И когда я к нему пришла, мы познакомились. Он меня сразу спросил, умеете писать пером?
Я, пройдя такую школу в училище, сказала, я, конечно, умею. Он попросил подписать портреты педагогов для музея. И вот там долгое время эти портреты висели. Фамилия, имя, отчество, написанные моей рукой. И он же был первым гостем на классном часе в моей первой группе, которую это второй Е-курс был, в которой я была классным руководителем. Вот так начало педагогического пути такое. У меня сохранился приказ о приеме на работу. И еще интересный такой факт, что как раз в 1984 году Вилюйску исполнилось 50 лет, и я попала в буклет, который посвящен городу Вилюйску, 8-й кабинет. И там у нас шла теория и методика пионерской работы. Поэтому история в историю попала с первого года работы. Я очень дорожу и ценю этот буклет, и храню, и всем показываю. Это очень-очень для меня очень важно. Я выпускница педагогического класса, который был организован Вилюйским педагогическим училищем того времени. Закончила его в 1995 году. И эта учеба в педагогическом классе дала мне первую ступеньку к моей будущей профессии. После окончания педагогического класса я поступила в 1998 году в Вилюйское педагогическое училище на дошкольное отделение. Я с теплом вспоминаю, как мы учились в педагогическом классе, какие у нас были прекрасные преподаватели. В данный момент они являются моими коллегами. Такие преподаватели, как Алексеев Евгений Романович, Волчок Татьяна Ивановна, Петрова Августина Дмитриевна. Вели замечательные, интересные предметы для нас, тогда еще школьников. Это было вхождение в будущее, в студенческую жизнь. Нам было интересно ходить и заниматься на занятиях в самом училище. Мы уже со школьной скамьи познавали, что такое студенческая жизнь. Мы знакомились со своей будущей профессией. И многим нашим выпускникам этого класса действительно педагогический класс дал стартовую площадку. Многие из нас работают учителями школ, колледжей, училищ. Мы время от времени с ними встречаемся и с теплотой вспоминаем о нашем педагогическом классе. Когда я училась в школе, я ходила в танцевальный ансамбль. Он был эстрадный танцевальный ансамбль. И, конечно, когда я пришла в колледж, то также очень активно принимала участие в начале пути в художественной самодеятельности. Мы с Евгением Романовичем танцевали в паре на фестивале, который проводился в колледже. Трудные 90-е годы 20 века начальник улусного управления образованием Сергей Николаевич Винокуров внедрил в нашем районе совершенно новую систему образования под девизом «Через образование к процветанию». Он внедрил концепцию национальной школы и подготовку старшеклассников к профессиям, то есть профильное обучение. Выпускники педагогических классов в основном поступали в педагогические, средние и высшие учебные заведения. В этих классах работали преподавателями психолого-педагогических дисциплин Татьяна Ивановна Волчок, Зоя Николаевна Борисова, Августина Дмитриевна Петрова, Ирина Егоровна Петрова. Мы еще разработали модель профессиональной подготовки будущих педагогических кадров. Эта модель парадигмы состояла из первый этап – это педагогические классы, второй этап подготовки – Вилюйское педагогическое училище, колледж тогда, и высшие учебные заведения – это Сахапедагогическая академия и факультеты Якутского государственного университета. И четвертый этап – это последипломное образование, как повышение квалификации педагогов.
1983 году в нашем училище была открыта первая экспериментальная группа, которая готовила учителей начальных классов с русским языком обучения. В нашу группу приняли более 30 студентов из разных районов нашей республики. И что замечательно, целых 8 человек поступили с самого города Вилюйска. Нашу группу приняла под свое крыло Гуликовская Татьяна Ивановна, молодой преподаватель, который приехала с далекой Украины. И первая встреча для нас была очень интересной, потому что Татьяна Ивановна рассказывала нам о своей родине. Татьяна Ивановна приехала к нам такая молодая после пединститута, и она была чуть старше нас. Мы в группе нас было более 30 человек, и она нас всех собрала, сплотила такой коллектив, который был в первых рядах в училище. Мы практиковали с ней говорить на русском языке, потому что у нас было отделение учителей начальных классов с русским языком обучения. Мы все поступали из разных уголков республики, из разных районов, с деревень, сел приехали. Практики говорить на русском языке у нас было мало, так что нам повезло, что куратором была Татьяна Ивановна, и мы с ней практиковали говорить по-русски. Я, конечно же, занималась исследовательской работой, было все интересно, можно сказать, с начала пути. Но целенаправленно, когда уже приехала, защита кандидатская у меня состоялась в 2000 году. Я благодарна Татьяне Прокопьевне Амосовой, которая, работая заучем, в 1993 году помогла нам поступить в аспирантуру. У нас был замечательный руководитель, это у меня, это Дмитрий Алексеевич Данилов, доктор педагогических наук, заслуженный работник науки Республики Российской Федерации. Это человек, который имел свою научную школу, и вот я к нему попала со своей работой. Она была посвящена проблеме самоуправления. Имеется достаточное количество статей, научных публикаций в журналах, в монографии есть, учебные пособия. Но из таких достижений, чем я горжусь, это достижения, связанное с участием в конкурсе национальных проектах, который сейчас очень актуально, важно. Журнал «Среднее профессиональное образование», в котором заместителем редактора работает Пастухова Ирина Павловна. Она была в Вилюйске, мы с ней давно знакомы. И это знакомство, не простое знакомство, а это, опять же, сотрудничество. И я заняла в этом конкурсе методических разработок 3-е место, чем я очень горжусь. Эта статья опубликована в журнале «Среднее профессиональное образование». И еще одно достижение, это моя вершина, я считаю, на данный момент, это международный конкурс журнала «Народное образование». Студенты меня приняли. Из первого выпуска, из вилюйских можно жителей назвать Марию Федотовну Михайлову, учительницу 3-й школы. За период работы Татьяны Ивановны, директора нашей школы, были проведены очень интересные образовательные, развивающие и воспитательные мероприятия. Школа стала республиканской инновационной площадкой, школа-техникум на республиканском конкурсе инновационных проектов на гранты главы Республики Саха-Якутия.
Еще выиграла она УЛУС инновационный проект. Было введено предпрофильное обучение по направлениям по подготовке водителей категории В, портной и делопроизводитель. В школах стены учащиеся смогли получить и аттестат об образовании, и получить удостоверение водителя, портного и делопроизводителя. Было охвачено всего 142 обучающихся. Большую роль в развитии школы играют, конечно, кадры. Учителя, которые участвовали за этот период, все получили звание абсолютного победителя. Это Колесова Туяра Петровна, Протопопов Сергей Сергеевич, и в том числе вот я, Мария Федотовна, участвовала, и мы заняли в республиканском конкурсе, были победителями номинации. Когда мы говорим о Татьяне Ивановне, мне очень тепло на сердце от того, что я ее знаю со дня ее приезда в Вилюйск, молодой девушкой. Затем как-то так получилось, что она была заведующей пионерским отделением. Как раз по этой линии мы совместно проводили семинары для студентов, летние семинары для тех, кто будет работать летом в лагерях нашей республики. И потом моя последняя авторская программа «Я вожатый, я лидер». Как раз в эту группу ходил ее мальчик Максим Волчок. И вот это составление данной программы, конечно, она мне оказала большую помощь, как кандидат педагогических наук, большую педагогическую помощь. И каждый раз, когда я к ней обращаюсь, несмотря на ее занятость, она всегда помогает, найдет время, скажет во сколько и так далее, точное время, и мы с ней всегда общаемся. Можно только удивляться ее работоспособности, хотя понимаю, что она мать большой дружной семьи, бабушка, и человек, который, наверное, имеет свои какие-то личные тоже заботы. Утром приходишь, постоянно Татьяна Ивановна на месте, уходишь с работы, кто остается, это Татьяна Ивановна. Она человек, который ведет очень большую работу по научно-методическому сопровождению достаточно большого колледжа с контингентом 900 студентов и свыше 150 работников. Непосредственно под руководством Татьяны Ивановны ведется подготовка и своих научных кадров. Так, допустим, в настоящее время мы имеем 14 аспирантов, которые тоже занимаются непосредственно под ее руководством. 25 лет живем мы вместе. Вот, до этого у нас разные семьи были, но, в общем-то, сошлись, вот как-то вот встретились и живем, уже, говорю, 25 лет. Все, что здесь есть, все постройки, все, что здесь есть, это мы вдвоем это все делали. Кроме человека, который живет в доме своем, кто создаст уют? Женщина создает уют. Вот в доме уют, тепло, добро. Кроликов мы содержим 3-й год. Здесь в основе свои великаны. Значит, серые великаны, черные великаны и бабочка-великан. Мясо очень вкусное, деликатес считается, очень полезный жир кролика. Вот. Ну, много блюд я не знаю, но пару блюд, которыми мы пользуемся, они очень вкусные. Я купил, значит, в прошлом году распродажа была здесь напротив церкви у нас. Вот там распродажа была, вот и купил, значит, кроликов там и курей с петухом. Было 2 петуха, но дрались они страшно. Бои были у них. Пришлось одного петуха забить. Тому так вот. Курочки несутся хорошо, все. В общем-то, ну, у нас по хозяйству что? У нас вот, в растения я не лезу. Тут жена занимается растениеводством полностью все. У нас все растет. Дыни, арбузы, кабачки, баклажаны. Ну все, что нужно для питания, пропитания, будем говорить так. Все у нас есть. Ну, мы занимаемся как бы каждой своей отраслью или направлением.
Муж занимается вот хозяйством по части животных, а у меня вот огород. Но в этом году поздняя весна, поэтому пока картошку мы не посадили, потому что еще влажно. А вот в теплице буквально на днях вот высадили огурцы, вот они небольшие такие, и арбузы. Арбузы успевают вызреть. У нас, конечно, условия особенные. За счет светового дня только растения успевают созревать, а так лето достаточно короткое, бывают заморозки. Но картошку мы собираем достаточно хороший урожай. Земля влажная, поэтому поливать особо не надо. Вот. И нам хватает и детям, и нам. На продажу, конечно, мы не выставляем, для себя все делаем. Вот так и живем. Вообще хорошо довести свое хозяйство? Да, вы знаете, у нас у педагогов труд интеллектуальный. Иногда нужно переключаться с одного вида деятельности на другой. И я вот в школе, когда работала, занималась цветами. И вот питомник у нас в школе был разбит. Вот. И поэтому дома, конечно, тоже это часть такой нашей жизни, когда вот можно с растениями как бы побеседовать, да, и отвести душу будем тоже так. В общем-то, уже пенсионеры, соответственно, согласно возрасту, занимаемся частным подворьем. Вот. Дом, подворье, природа. Якутия у нас богата дарами природы. И ягоды, и грибы, и рыба. Все у нас тут есть. И главное, чистый воздух. Незабываемые белые ночи. Вот. Несмотря на то, что лето у нас короткое, тем не менее запоминающееся. Только Санкт-Петербург может гордиться белыми ночами. Якутия тоже. Правда, параллель-то одна 73-я. У нас весна вот подходит к концу уже. В общем-то, через сутки-двое, как будем говорить, уже лето начнется. Кукушки прилетят. Река очистилась. Можно смело ходить на рыбалку. Ну а дальше, соответственно, уже грибы пойдут. Так и ягоды. Мы с женой любим на природе отдыхать. И внуки у нас любят на природе. Выросли, в общем-то, они здесь. Вот. Ну, уже учатся более после школы, более в вузах учатся, в общем-то. Сколько у нас внуков? 4 внуков. Вот. 2 у нас в Новосибирске учатся. 2 в Омске старший. Вот, авиации решили себе посвятить. Ну, а внучка еще маленькая, в детский садик ходит, внук во 2 класс ходит. Вот. У нас 4, вот. В общем-то, мы рады, конечно, за них, что даже в том возрасте, в котором они находятся, успехи делают. Вот. В общем-то, в радость нам это все. Ну, Якутия очень перспективный, уникальный регион. Я прожила почти уже 40 лет вот в Вилюйском районе, в таком историческом городе Вилюйск. И совершенно не жалею, что связала судьбу с этим городом, с этой нашей дорогой республикой. И, конечно же, здесь не хватает квалифицированных специалистов, потому что Якутия – это промышленный регион. И, конечно же, кто хочет приехать, приезжайте. Специалисты всегда нужны, особенно учителя нужны. В школы не хватает учителей, ну, в целом педагогов в школах северных районов. Так что ждем вас, приезжайте, не пожалеете.